избавление от болезней, горя и страданий. И также счастливая бесконечная жизнь в кругу семьи. Так все и начинается. На улице, остановке общественного транспорта или в собственном подъезде. Беседа о Боге свидетелям Иеговы нужна лишь для того, чтобы внести в анкету вербуемого его адрес, личные данные, вплоть до семейного положения и ежемесячных доходов. И никто не скажет вам о том, что истинная цель бесед о Боге – завладеть деньгами вашими и всей вашей семьи, а заодно и имуществом. Для этого разработана целая система. Основное зомбирование происходит на собраниях, на которых сотни людей внимают проповедованию. Пастор, ссылаясь на Библию, внушает всем собравшимся, что истинная вера в Иегову повелевает раскошеливаться. Один из способов, как мы можем выразить свою благодарность за доброту Иеговы, это лично помочь в покрытии расходов. Я бы сказал бы так, не то, что они нам мешают, они мешают себе. Потому что это не спасительно, это губительно, потому что есть правда одна. Двух правд не может быть ни в божественной ситуации, ни в человеческой ситуации, тем более в государстве есть один закон, который для всех и для каждого. Если этот закон говорит о том, что это вредно, это не полезно, есть обязательные службы государственной безопасности, есть люди, которые изучают. Например, с нашей стороны церковь видит, что эти люди неблагодатно относятся ко всему благодатному. Они укорачивают, они искажают и вытаскивают из этого Нового Завета то, что и хотят они. И цитируют это как бы в своем обществе, и люди до конца не знают этой правды евангельской. Я бы здесь процитировал бы вот Новый Завет, евангельская правда, какое разногласие с государством и с обществом имеют они, те же иеговисты, баптисты, это много сейчас, седьмой день, в общем, все эти, это секта это ложь, которые пытаются исказить, пытаются говорить именем этой евангельской правды, но там, если взять внимательно, посмотреть, что написано там, что они говорят, огромная разница. Свидетели Иеговы в Абхазии появились примерно в 70-х годах прошлого столетия. Запрет, наложенный на их деятельность указом первого президента Владислава Ардзенба, имел множество веских причин. Ведь свидетели Иеговы, согласно принципам вероисповедания, отказываются от несения военной службы. Они не держат оружие в руках, не признают государственности и государственные символы. Это социально отрешенные люди, не участвующие в выборах и иных процессах гражданского общества. Человек, поклоняющийся Иегове, практически полностью оторван от всех общественных процессов. Если человек, скажем, в заблуждении, он там как бы сам в своем таком, как бы, в своей оболочке пытается там что-то такое делать, еще куда, он сам себе вредитель. Но когда он перестает еще быть вредителем себе, еще начинает вредить другим, это, естественно, опасно. Церковь не благословляет, но видит в этом очень разрушительную силу. Это душегубство. Вот евангельская правда. Апостол Лука говорит, сильный с оружием защищает свой дом, этим обезопасил свое имение. Кто скажет, что не надо идти в армию, кто скажет, что не надо брать оружие, мы оружие берем и идем в армию не для того, чтобы напасть на кого-то, а защищать свой дом. И это есть евангельская правда. И кто это может отрицать именем Евангелия или именем христианства, это уже ложь, это уже секта. Поэтому это все надо как-то очень четко и ясно разъяснить. Наша обязанность сказать обществу нашему, что это неправильно, это не спасительно, это губительно, это не есть религиозная форма. Религия – это связь с Богом. Деятельность этого религиозного течения запрещена и преследуется законом в большинстве стран мира. Несмотря на это, они навязчиво втягивают в свои круги новых людей, среди которых немало молодежи. При этом противоречивые принципы свидетелей Иеговы зачастую становятся причиной семейных размолвок, а в конечном итоге – разводов. Вечеря смерти Иисуса Христа для них единственный праздник. В этом году они отметили его 11 апреля. Сотрудники службы государственной безопасности Абхазии провели профилактические мероприятия. В настоящее время в условиях стремительно развивающихся процессов глобализации и интеграции все более активно стали проявляться опасные тенденции проникновения в Республику Абхазия различных террористических и экстремистских организаций.
Кроме того, немаловажным для Абхазии является и геополитический фактор. Это общие государственные границы с Россией и Турцией, где активно проявляется деятельность террористических организаций, создают предпосылки для их проникновения на территорию Республики Абхазия. В этой связи Генеральная прокуратура Республики Абхазия на основании заявления Службы государственной безопасности Республики Абхазия подготовлено и внесено в Верховный суд исковое заявление о признании организаций экстремистскими и террористическими. Всего в названных исковых заявлениях идет речь о 40 организациях, осуществляющих экстремистскую и террористическую деятельность. Все они запрещены на территории сопредельного государства Российской Федерации. Большая часть из них признана террористическими и экстремистскими международным сообществом, однако осуществляют свою незаконную деятельность на территории сопредельных государств без образования юридического лица. Рассматривая организации и объединения, официально не зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Абхазия, речь идет о таких организациях, как, например, террористические организации, исламская группа, братья-мусульмане, экстремистские организации «Кровь и честь», «Свидетели Иеговы», «Православная национальная община «Век» и другие. Брошюры в руках у адептов, то бишь последователей Иеговы, еще один атрибут истинно верующего. Смеющиеся лица свидетелей Иеговы на фоне горящих и разрушающихся зданий, слез погибающих в огне людей – таковы иллюстрации о жизни вечной для них, избранных. Именно так они представляют себе конец света, ведь иные религии будут уничтожены, а заодно и люди. Брошюры печатаются в Германии, но большая часть, как признаются сами иеговисты, печатается в США, на родине секты в Бруклине. Громадная международная корпорация действует как издательский комплекс. Главная цель – распространить печатную продукцию, издаваемую тиражами в десятки миллионов экземпляров по всему миру. А члены организации обязаны эту макулатуру приобретать. Не так давно нашу страну заполонили эти красочно иллюстрированные издания, в том числе и на абхазском языке. Уж точно эти журналы не печатались в далеком Бруклине. Все гораздо ближе, да и проще. По информации Службы государственной безопасности, литература печаталась в Грузии, и именно оттуда попадала к нам. Всем свидетелям Иеговы советуется жертвовать все силы на то, чтобы заниматься самым важным делом на земле. Для них это проповедь от дома к дому. Свой приход ко всем нам они приравнивают к спасанию тонущего «Титаника». Это для них дело номер один. Многие из них верят, что, вступив в огромную армию свидетелей Иеговы, презирающую любой государственный строй, называя этот мир блудливым и лживым Вавилоном, они спасутся. Вот только от чего? У каждого народа есть свои традиции. И эти традиции, если они идут вразрез на благо этому обществу, и если это от их действий кто-то получает неблагое, надо это останавливать. Во-первых, любая агрессия, это есть агрессия. Это любой такой подход к тому национальному вопросу, вот он превосходство над кем-то, это фашизм. Поэтому все вот эти моменты, они не являются как бы благим для того, чтобы в нашем обществе это могло сделаться. Поэтому слово очень значимое. Вначале было слово, слово – это Бог. Это общество, которое сегодня проповедует, говорят, что надо не идти в армию, надо это все. Это ложь, это не полезно, это опасно. Поэтому мнение православной церкви всегда было и остается. Это люди, которые, прикрывшиеся какими-то благими делами, но на самом деле ничего там благого нет. Закон о свободе совести и религиозных объединениях был принят парламентом Абхазии в 2012 году. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, несоблюдение этого закона предусматривает лишь штраф и является пока единственной мерой наказания. В соответствии со сведениями, которыми располагает Служба государственной безопасности Республики Абхазия, на территории Республики Абхазия имеются ячейки террористических и экстремистских организаций, существует реальная угроза безопасности государства и граждан. Однако возможность привлечения террористических организаций к уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным статьей 198 Уголовного кодекса Республики Абхазия, терроризм, и статьей 199
вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению возможно лишь при наличии вступившего в законную силу решения суда о признании организации террористической на территории Республики Абхазия, ее ликвидации и запрете деятельности. В настоящее время рассмотрение вышеуказанного искового заявления Генеральной прокуратуры в Верховном суде отложено до принятия законов о противодействии экстремистской деятельности и противодействии терроризму, которые были внесены в парламент Республики Абхазия в рамках законодательной инициативы Генерального прокурора Республики Абхазия. 7 американских старцев, руководящий совет свидетелей Иеговы, имеют власть, какой нет даже у Папы Римского. Миллионы последователей по всему миру, по сути, фанатично готовы на все. Избегая из стран, защищающих свою национальную безопасность и жизнь граждан, они идут туда, где их экстремистской и террористической деятельности пока ничто не угрожает. И просто подходят к каждому из нас с безобидным вопросом: а вы читали Библию? Нисфаршба Саид Агухава, Тимур Гугухия, Абхазское телевидение.